Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия вперед». Сегодня глава республики Айсан Николаев подведет некоторые итоги работы за ноябрь этого года. Айсан Сергеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Предлагаю начать нашу с вами сегодняшнюю беседу, пожалуй, с главной темы этого месяца. Принят во втором чтении бюджет Якутии на ближайшую трехлетку. И очень хорошо известно, что чтения эти проходили в довольно непростых условиях. На ваш взгляд, удалось ли Кабинету министров и парламенту прийти к компромиссу в основных вопросах? Ну, во-первых, бюджет принят уже во втором и в третьем в окончательном чтении. Это на самом деле очень важное решение. Это обозначает стабильность бюджетной системы, финансирование с самого начала 2026 года. Бюджет, несмотря на все сложности, он сохранил свою социальную направленность. У нас расходов свыше 345 миллиардов рублей. Из них половина – это образование, культура, здравоохранение, поддержка семьи с детьми и другие социальные направления. Конечно же, было много вопросов. Безусловно, это связано с непростым исполнением бюджета и в 2024, и особенности в 2025 годах, которые, конечно же, накладывают отпечаток и на бюджет 2026 года. Вместе с тем, хотел бы поблагодарить и правительство, и парламент за очень конструктивную совместную работу. Согласительные комиссии в период между первым и вторым чтением отработали на очень хорошем уровне. Порядка 700 различных поправок и от самого правительства, и от народных депутатов поступили. Все они были рассмотрены, часть принята, часть не принята. Но в целом, еще раз говорю, то, что бюджет сейчас принят, это очень важное, нужное событие. Другой вопрос, конечно же, что мы должны сейчас работать над его исполнением, над тем, чтобы доходная часть была выполнена не менее тех показателей, которые утверждены в нем, а желательно, конечно, нам еще эти доходы и увеличивать. Это в том числе и работа всех органов власти с предприятиями, которые у нас на территории республики работают, для того, чтобы обеспечить все-таки поступательное увеличение доходной части нашего бюджета. Серьезные проблемы, они остаются в жилищно-коммунальном комплексе. Вот этот взрывной рост экономически обоснованных тарифов, который произошел в течение 2024-2025 годов, он, конечно же, привел к тому, что субсидии организациям коммунального комплекса, они сегодня реально очень высокие, самые высокие у нас в стране. Предусмотрено почти 46 миллиардов рублей субсидий, но при этом потребность, которая сейчас утверждена через решение тарифных комиссий, через Госкомценрек, через Федеральную антимонопольную службу, это 53 миллиарда рублей. То есть у нас все равно остается дефицит даже по следующему году, не говоря уже о том, что предыдущие годы накоплены достаточно большие долги по этим субсидиям, по коммунальным предприятиям, которые, конечно же, тоже надо будет решать. Поэтому работа началась. Хотел бы также особо отметить работу правительства, депутата Государственной Думы Данчика Галины Кентьевны. Я сам лично несколько раз встречался с руководством Минфина. В рамках между первым и вторым чтением нам все-таки удалось добиться увеличения федеральных дотаций по сравнению с теми, что были отражены в проекте федерального бюджета на ранее принятом, почти на 28 миллиардов рублей. Это, конечно, нам помогло сбалансировать бюджет и решить основные такие проблемы, которые как раз обсуждались в период первого чтения государственного бюджета республики на 26 и последующие годы. Но ведь встреча с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым была не случайно. Повлияла ли она на рост федеральных дотаций в бюджет республики? Безусловно, мы с Антоном Германовичем неоднократно уже встречались за последние месяцы, обсуждали мои вопросы и финансирования республики. И, как я уже отметил, серьезную помощь нам оказана со стороны правительства Российской Федерации в рамках уже принятого государственного бюджета Российской Федерации. Мы видим увеличение серьезное по субсидиям, субвенциям. Ну и, конечно же, мы все равно продолжаем нашу работу по бюджету 2025 года, потому что понятно, что в этом году у нас, как и у многих других субъектов Российской Федерации, есть неисполнение по доходной части от плана.
Но вместе с тем хочу здесь справедливости ради отметить то, что у нас при всем при этом увеличение по сравнению с прошлым годом налоговых доходов более чем на 6%. Но это вот где-то у половины субъектов Российской Федерации такие цифры. Так? А есть ряд субъектов, их, к сожалению, более 10, у которых падение доходов по сравнению даже с прошлым годом. Так? Ну и, конечно, ситуация у них гораздо более серьезно тревожит и правительство страны, и Министерство финансов, нежели вот ситуация с бюджетами таких регионов, как Якутия, которые они считают, знаете, более-менее стабильными и, в принципе, требующими определенной поддержки, вот, но не вот такой экстренной и срочной. Хотя мы здесь, конечно же, в первую очередь напираем на проблемы северного завоза, на те поручения, которые есть у президента нашей страны, в том числе в этом году. И хочу сказать, что вот в бюджете 2026 года, благодаря моим обращениям, благодаря обращениям ряда глав субъектов арктической зоны Российской Федерации, все-таки казначейские кредиты на северный завоз, которые в этом году были на всю страну 10 миллиардов рублей, в следующем году увеличены почти до 30 миллиардов рублей. Это, конечно, позволит нам уже после распределения по регионам, мы уверены, что сумма у нас будет выше, чем в этом году. В этом году у нас 5 миллиардов было этих кредитов. Мы все-таки рассчитываем на большую сумму. Это позволит нам более, скажем так, экономнее произвести закупки для северного завоза. То есть не за счет коммерческих кредитов часть будем проводить, а именно за счет казначейских кредитов, которые даются по очень низкой ставке. Александр Сергеевич, под конец года очень много обращений поступало от якутян по социальным выплатам. И эти вопросы правительству уже удалось решить, изыскав необходимые средства. Но, тем не менее, резонансной стала тема субсидий как раз вот по организациям коммунального комплекса. Сколько средств на эти цели заложено и как предотвратить дальнейший рост тарифов? Знаете, вот здесь я бы разделил субсидии по коммунальному комплексу. Это не социальные выплаты государства, это не социальные гарантии. Это уже больше идет в сторону поддержки вот как раз жилищно-коммунального комплекса, в сторону поддержки тарифов на, скажем так, более-менее приемлемом уровне и для населения, в первую очередь для населения. Вот. Что касается социальных выплат, да, были определенные задержки вот по материнскому капиталу, по детям столетия, по другим социально значимым выплатам. Как докладывает Министерство финансов и Министерство труда, и люди мне, в принципе, с мест тоже пишут, все вот эти выплаты, вся задолженность по ним на сегодняшний день полностью выплачена. Вот. Ну и, конечно, будем дальше смотреть, чтобы до конца года вот эта кредиторка тоже не образовывалась. А что касается субсидий коммунального комплекса, то здесь, конечно, целый должен быть реализован комплекс мер, связанных как раз с тем, чтобы мы в этой части большую работу провели и с организациями непосредственно коммунального комплекса, с теми же энергетиками, с жилищно-коммунальным хозяйством, с транспортниками по сдерживанию тарифов. Безусловно, необходимо смотреть также и, знаете, вот как раз сказали про социальные выплаты, хочу сказать, что здесь тоже определенную мы градацию должны проводить. Вот, например, в городе Якутске сегодня все население города Якутска последние годы получает как раз поддержку в виде субсидий по организациям коммунального комплекса. Связано это с тем, что по городу Якутску тарифы они ниже, себестоимость тарифов так выставляются, и экономически обоснованных тарифов, и вот эту разницу финансирует государство. Раньше эта цифра была крайне незначительная. По водоканалу, например, вообще никаких дотаций не было. По энергетикам, по теплу она составляла порядка 5-10%. Сейчас это выросло до 30%. И у нас получается, что вот те, кто проживает в огромных квартирах, проживают в частном секторе, больших, опять же, домах там за 200-300 квадратных метров, да, они получают еще большую поддержку, нежели малообеспеченные граждане сегодня. Да. Я считаю, что это не очень справедливо. И наверняка должна быть установлена какая-то социальная норма,
чтобы, например, ну, квартира, например, 70 квадратных метров или 75, она полностью по социальным нормативам, она вот льготируется, и субсидии ОКК на нее выплачиваются. Ну, а если у человека там квартира на двоих, на троих, там 150-200 квадратных метров, почему мы здесь должны это льготировать и финансировать из бюджета, ну, знаете, вот еще раз говорю, миллиардные суммы для просто поддержки коммунального хозяйства. Вот здесь много вопросов, и в любом случае эти вопросы касаются не только Республики Саха-Якутия, они сегодня возникают и в других субъектах, просто у них, так как тарифы раньше всегда стояли, ну, достаточно высокие, то они только в самом начале пути, да, вот эта разница между тарифами, она у них сейчас начинает возникать и обострять ситуацию по ЖКХ. Но рано или поздно эта проблема по всей стране тоже будет решаться. И здесь я думаю, что мы должны тоже про это разговаривать и понимать, вот откуда эти многомиллиардные, там, десятки миллиардов субсидий на коммунальный комплекс они берутся. Далеко, очень незначительная часть как раз тратится на поддержку малообеспеченных граждан и тех, кто вот, реально вот тех же селян, которым требуется поддержка. Вот я сейчас, когда встречался с депутатами, мы об этом говорили, и я думаю, что уже в 2026 году мы должны будем этим заняться. Ведь если посмотреть нашу якутскую деревню, то вот те, кто сегодня топит дровами, печное отопление, они практически не получают никакой субсидии. А вот те, кто на централизованном отоплении, они платят всего лишь 10%, а 90% платит в конечном итоге бюджет. Это, ну, во многих населенных пунктах. И вот это, я считаю, тоже несправедливо. И мы здесь должны меры поддержки вот и к этой части нашего населения тоже достаточно серьезно продумать и решать уже. Давайте затронем еще тему здравоохранения, потому что на этой неделе в Якутске произошло большое событие, открыли смарт-поликлинику. Как это повлияет на систему здравоохранения у нас в республике? Какие еще меры предпринимаются для повышения качества медицинских услуг? Вы знаете, с точки зрения оказания первичной медицинской помощи в городе Якутске, именно, да, то открытие поликлиники второй городской больницы, это вот северной части города в Гагаринском округе, а также она будет обслуживать и Марху, и Жата, и Тулагина в дальнейшем. Это, конечно, огромный шаг в развитии качества именно здравоохранения, качества оказания медицинской помощи нашему населению. Я прекрасно еще со времен моего руководства городом помню и знаю, в каких условиях работает вторая городская больница, в старой аэропортовской поликлинике больницы, в каких стесненных она условиях работала. У них раньше вот вся больница и поликлиника на 1700 квадратных метров сидели. Так, сейчас у них здание только поликлиники, ну вот считайте, на 9000 квадратных метров, где есть более 700 видов различного медицинского оборудования, в том числе и магнитно-резонансный томограф, и компьютерный томограф, ряд УЗИ аппаратов экспертного класса, вот, и женская консультация, и детское отделение, взрослая поликлиника, скорая помощь, там неотложно сразу пост у нее организован и выезды организован. В общем, эта поликлиника вот сделана реально по последнему слову медицинской помощи, которая у нас в стране по лучшим ее стандартам оснащена. Вот именно и сделано это все удобно для людей. Маршрутизация, компьютеризация, цифровизация, которая проведена в этой поликлинике, на мой взгляд, являются сегодня образцовыми. И, конечно, надо, чтобы и в других поликлиниках и города, и нашей республики вот эти стандарты уже выдерживались. Уверен, что мы в дальнейшем будем делать все, чтобы вот новые объекты здравоохранения по первичной помощи, которые строятся у нас сегодня в районах республики, в городе будут строиться, вот как раз, ну, были не хуже, чем вот этот объект, а желательно, чтобы мы совершенствовали, шли вперед, и качество медицинской помощи, которую мы оказываем в таких поликлиниках, из года в год улучшалось. Но ведь объекты появляются не только у нас в республике, у нас же есть еще и подшефные территории в ДНР. Вы в ноябре побывали в зоне СВО, где встретились с председателем правительства Донецкой Народной Республики Андреем Чертковым. Там вы согласовали план работ на будущий год. Какие объекты запланировано восстановить? Знаете, мы в ходе поездки в Донецкую Народную Республику, конечно, встречались и с нашими воинами, которые сражаются за Родину.
встречались с руководством Донецкой Народной Республики, с главой республики Денисом Владимировичем Пушилиным. Ну и вот с председателем правительства мы в Докучаевске провели такое выездное совещание, посмотрели объекты, которые уже сдаются, подвели итоги 2025 года, которые мы считаем очень успешными с точки зрения качества и размера проведенных работ. Ну и, конечно же, наметили планы на 2026 год. У нас 11 объектов. Это и объекты дорожного хозяйства, это объекты, связанные с коммунальным хозяйством, с водоводами, это и ремонт ряда учреждений, в первую очередь культуры и образования. Вот поэтому я уверен, что 11 объектов, которые у нас есть, мы, как всегда, традиционно на высоком уровне отремонтируем, и жизнь у людей на Донбассе, она тоже вот на определенную такую толику в Докучаевском городском округе улучшится. И еще в ноябре у нас было две хороших новости. Давайте сначала с первой, потом со второй. 5 школ Якутии стали обладателями знака качества Рособорнадзора. И причем особо отметили проведение итоговой аттестации. Как вам кажется, благодаря чему удалось добиться таких результатов? Вы знаете, мы достаточно системно работаем по улучшению качества образования республики. Я ведь недаром несколько лет назад ставил задачу, чтобы мы все-таки вошли в число 15 лучших не только по оснащенности, да, школ регионов страны, но и по качеству образования. Ведь главное же не просто здания красивые построить, оснастить их, а главное, чтобы наши дети в этих школах получали хорошее, качественное образование, которое будет им уже помогать всю оставшуюся жизнь. И с этой точки зрения, вот последние 3 года у нас планомерно идет улучшение в этой части. Если 3 года назад мы занимали 69-е место, потом где-то вот вышли на конец 4-го десятка, то в этом году мы уже в начале 2-го десятка, если не ошибаюсь, 21-е место. Так, это очень большой прогресс, наверное, самый большой прогресс среди субъектов Российской Федерации как раз по результатам итоговой аттестации. Здесь, конечно, расслабляться нельзя. Надо работать дальше для того, чтобы и качество дальше улучшалось, но и чтобы оно было неизменно высоким. Здесь еще раз говорю, что вопрос не только в строительстве школ, хотя это тоже важно, да, это вопрос все-таки изменения подготовки учителей, изменения подходов к образованию, активному внедрению самых современных технологий, в том числе цифровых технологий и дистанционных технологий в образовании. В общем, делать все для того, чтобы именно образование служило в первую очередь главной задачей повышению качества образования наших детей. На самом деле это самое главное, для чего школы существуют. Вот. И в этой части я считаю, что у нас еще много предстоит сделать. Хотел бы поблагодарить всех наших учителей, все наши коллективы наших школ, благодаря которым вот эти результаты сейчас достигаются. Считаю, что вместе с правительством, с Министерством образования и науки республики вот эту работу надо всем планомерно дальше и поддерживать, и проводить ее в жизнь. Ну и хорошие результаты у нас есть в сфере информационных технологий, потому что наша республика снова подтвердила статус одного из технологических лидеров страны. Как вы видите будущее в сфере развития искусственного интеллекта? Да, мы на, вот, скажем так, главной выставке, главной конференции по искусственному интеллекту страны iJourney, которая проводит Сбер совместно с правительством страны, мы стали лидером региональным и получили как бы 3 региона лидера, даже призы. Но вопрос не в призах, вопрос в том, что объективно так оно и есть, потому что 106 проектов со всей страны были отобраны и представлены на этой выставке как лучшие региональные практики. Из этих 106 12 проектов — это проекты, которые сегодня реализуются на территории Республики Саха-Якутия. Это дорогого стоит. Это значит, что республика здесь идет не только в ногу, но и впереди многих других субъектов. Опять же, главное здесь не почивать на лаврах, а делать еще больше, чтобы искусственный интеллект становился активным помощником нашей работы и в сфере образования, в сфере медицины, культуры, транспорта, того же жилищно-коммунального хозяйства, чтобы он помогал снижать наши издержки, повышать наши доходы, улучшал качество жизни людей.
Вот я считаю, что здесь как раз вот в целом цифровизация и искусственный интеллект в частности, да, это те направления, которые способны вот как раз помочь нашей республике преодолеть те объективные трудности, которые у нас есть. У нас, конечно, и наша сложная транспортная схема, это и наши природно-климатические условия вот, создают уже для нашей экономики неравные условия по сравнению с другими, но вместе с тем более активное использование вот как раз современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, на мой взгляд, способна вот эту разницу нивелировать, а в кое-чем помочь нам стать лидерами. Да, мне остается с вами только согласиться. Пожалуй, это действительно так. Айсан Сергеевич, большое спасибо, что нашли для нас сегодня время, ответили на волнующие вопросы. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Якутия вперед». До встречи в эфире.